Российская премьера на сцене Академического театра оперы и балета «Коми». Уже в эти выходные зрители увидят балет «Крик», созданный по роману Александра Зиновьева и Дины Голгофу. Хореографом-постановщиком выступает заслуженный артист России Андрей Меркурьев. В нашей стране это первое обращение мастера хореографического искусства к творчеству мыслителя. Мировая премьера состоялась в 2014 году в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. На репетиции новой постановки побывала Анастасия Тюрнина. На сцене почти нет декораций, артисты танцуют практически во тьме. Оригинальная музыка гармонично сочетает в себе классику и современность. Балет «Крик» – это история о выборе пути. О том, быть тебе вместе со всеми или идти своей дорогой, долгой и трудной. Во все это зрителя погружает рассказчик. Его играет наш Роман Миронов. Переплетается какая-то мистика и в то же время какая-то реальная жизнь. И создается такой от одного в другое переход, то зритель погружается в какое-то философское вроде бы начало, и потом раз будто бы по голове так и возвращается в какую-то реальность, какой-то как будильник с утра раз звенит, ты встаешь и ты понимаешь, что ты где-то в реальной жизни, и туда-сюда, и вот эти перемены, не знаю, какое настроение создает, какое-то загадочное, наверное. Он – это главный герой балета. Его играет ведущий солист Московского театра Станиславского и Немировича Данченко. Богиня – солистка Академического театра оперы и балета «Коми» Анастасия Лебедик. Первые репетиции проходили на нашей сцене. Труппа и столичные гости учили элементы до позднего вечера. Ближе к премьере из-за плотного графика коллег из Москвы Анастасии все же пришлось выехать в театр Станиславского. Сейчас все артисты в сборе и собирают выученные части балета на премьерной сцене. Здесь усматриваемся, друг друга, щупаем друг друга. Богиня в балете то и дело меняется, показывает себя с разных сторон. Наблюдать за перевоплощением интересно, особенно глядя на саму артистку. Анастасия Лебедик честно признается, некоторые грани характера главной героини ей совсем не присущи. Сначала она может лирическая, потом она более такая страстная, может в каких-то местах коварная. Именно взгляд об этом говорит ее. Потом более такая не загадочная, а как будто бы немного сумасшедшая, что ли. Есть определенная сцена, где она может себя показать с этой стороны. И я думаю, что во мне это все есть, но в жизни я сама по себе лирическая. И мне нравится то, что я могу в этих сценах достать из себя то, какой я в жизни не являюсь. Это мне очень сильно нравится. Александр Селезнев – антипод. Это противоположность главного героя. Он лирический и мечтающий, антипод – знающий и ведущий толпу за собой. Очень интересный образ, где надо передать именно характер. И в хореографии Андрея, что мне очень понравилось, все сцены не через весь балет проходят, где-то лирические, где-то как раз наоборот очень импульсивные. Для балетной труппы нашего театра «Крик» – это новая история. Это современный балет, поэтому вся труппа воодушевлена. Для зрителя это возможность интерпретировать сценические задумки, перенести на себя и решить, жить в мечтах или в реальном мире. Анастасия Тюрнина, Владислав Кульчицкий, Эдуард Фомичев, телеканал «Юрган».